Аяман с авенкийского языка переводится как «мирный». И в Мирнинском районе общественная организация с таким названием очень активно работает последние 2 года. Руководит союзом Аяман Сардана Константиновна Андреева. Множество проектов, мероприятий было реализовано активистами Аямана. В этом году по приглашению Сарданы Константиновны мы приняли участие в республиканском фестивале коренных малочисленных народов Севера Аяман-Салдын. В первый день по плану мы работали в городе Мирный. В Центре дополнительного образования приглашенные мастера из Якутска проводили свои уникальные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. И каждый, кто пришел сюда, смогли получить ценные советы и новые умения. Это атрибут тоже женщины, эвенская женщина, да, вот такая красота у нас получается. Это одевается вместо перчатки, например, да, чтобы тут комары не кусали, но чтобы красиво было, чтобы, да, и можно красить чем угодно. У каждой женщины есть атрибут тоже вот сумочка, да, вот, например, вот сумочки бывают разные, а вот, например, в сумочке у меня тут солнце нарисовано, мы же дети солнца, дети земли, мы кочевники, да, у нас без солнца никак. Вот поэтому узоры у нас все всегда должны быть солнцем, чтобы это было, вот это тоже, вот видите, вот солнце тоже разному. И Движение по ходу солнца. да, вот именно. И вот еще есть у нас вот такой тоже, вот, да, например. Всегда у венов, у тунгусов есть вот такой орнамент. Вот, например, да, это называется пауф. Здесь женщины очень заинтересованные своей традиционной культурой. Они хотят все знать, поэтому они нас вот пригласили. Мы уже 2-й год здесь, да. В прошлом году мы были ансамблем Долгунча и тоже делились своим опытом. Да? И вот нынче тоже они позвали, чтобы мы им показали свою одежду традиционные вот эти. Вот поэтому вот все традиционные вот эти, и там найме, и вот эти фартуки, не фартуки, а наль называется, да, и вот кисеты, всякие вот шапочки, вот такими выкройками мы делили, и вот узорами мы поделились с ними, вот женщины. Это очень отрадно, то, что вот не только женщины, вот даже интересуются вот дети. Это очень радует нас. Вот так и делимся своими, своим опытом, то, что мы знаем, то, что нам учили вот бабушки. У меня информанты, да, вот эти информанты, старшее поколение. У меня были информанты, вот Христина Ивановна, вот этот Пелагея, бабушка наша была, Анастасия Васильевна, а теперь вот только они уже, сейчас их, к сожалению, нет на белом свете, и у нас только одна осталась, Анна Афанасьевна Рукчана. Она пишет вот эти стихи, вот эти хеди пишет, да, и она нам поделилась своей песней матери, тоже называется, специально для таких вот мастериц, да. Вот у меня вот это тоже мой инструмент, да, этот инструмент называется, музыкальный инструмент лопатка оленя, но я тут нарисовала, например, что вы тут видите? Вижу горы, да. Снежные горы, небо вижу, и луну, тайгу, да, да, озеро, да, вот именно вот. И вот с этой стороны, да, вот это я вот это все ношу даже вот в этих в своем везде ношу, где свои эти, да, я дитё природы. И вот сейчас я вам спою немножко песню народную, называется, специально для женщин-мастериц.
ибгоке, ибго, ибго, ибгоке. Ташин юн бидет, ташин гонукен би авадит бакачавухна абгар билда гонжим, доктор Жулески мот херечелте, хангам ди ахалти, бакачен ибга ай биден, бакачен агиле айчидан. Гоми ташин гондако. Такен ай макан. Ирина Константиновна Пахомова, народный мастер Республики Саха-Якутия. Только в 2025 году она передала свои знания более 100 начинающим мастерицам. Как обработать кожу, как правильно приготовить подшейный волос оленя и многое другое было представлено в ее мастер-классе. Приходят ко мне даже женщины, которые очень хотят и говорят, где берете это, вот такую нитку, говорят. И потом я показываю на себя вот так, вот на этом месте находится это подшейные волосы оленя. А вот натуральный вид такой. И длина где-то вот, сами видите, сколько, больше 10 сантиметров. Даже есть маленькие вот такие. Я вот такие даже не выбрасываю. Вот в этом изделии я пользовалась, чтобы люди различали, какой ниткой шьется эта работа. Вот поэтому это натуральный показ вот этих. Вот это я покрасила чем? Корой дерева. Кору, конечно, своей методикой. И у меня вот такой цвет получился. Потом, думаю, более насыщенный цвет. Взяла более натуральную краску хна для покрашивания волос. И вот этим я покрасила. И потом вот этим я хной черное покрасила, получилось какое-то синее. Тогда я купила ту краску меха. И вот эта краска меха покрасила. Ну, вот так я работаю. И те, кто впервые взяли иголку с ниткой, и уже состоявшиеся мастерицы, все с большим воодушевлением ловили каждое слово мастеров. Студия ИИС-УС была организована 1 ноября 2023 года. Здесь национальным шитьем на постоянной основе занимается 180 женщин. Нам очень приятно, что такие именитые мастерицы передают свой опыт именно нашим женщинам. Мы очень благодарны. Они рассказали свои секреты по шитью. Из подшейного волоса оленя мы этого, к примеру, не знали, хотели очень знать. И вот поделились выкройками национального костюма. И я надеюсь, что в последующем наши женщины научатся шить и будем шить без ошибок национальные костюмы. Я надеюсь очень и очень благодарна. Каждое воскресенье вот СУДО нам предоставляет вот этот кабинет. И мы постоянно проводим бесплатные мастер-классы. У нас есть очень хорошие наставники, женщины. Мы работаем на одном энтузиазме. Очень хорошие вот у меня женщины. Очень увлеченно, профессионально и сознанием дела над выкройками работает Надежда. По основной специальности она экономист. В свободное время освоила профессию конструктор одежды. У меня сейчас большой заказ для ивентийской танцевальной группы. Мы уже отшили, но в будущем буду использовать вот это, именно этот крой, национальный, традиционный крой. Он другой, он попроще, рукав спущен, костюм более свободный, чем сейчас мы шьем обычные, вточной рукав, скажем так. Да, вточной рукав – это современный крой, а здесь спущенный рукав свободный. Меньше швов здесь, в этом костюме, свобода большая. Секреты шитья подшейным волосом оленя для многих участников и мастериц стали большим открытием. Вы так увлеченно шьете, вам нравится то, что вам сегодня очень нравится, да. Интересная техника. Оленей бородой вышивка. А вы до этого знали о такой методе? Нет, вообще не знала.
Обычно бисером вышиваю и мулине, а такую технику впервые вижу. У вас неплохо получается. Спасибо большое. Я думаю, что у вас еще появится много работ в этой технике. Вы уже планируете, да? Что-нибудь? Ну, не знаю, пока изучаю. Ну, вообще-то у нас же редкость. Это олени, не знаю даже, да, или нет. Теперь проблема найти материал. Материал. Еще я поинтересовалась у мастера, можно ли у нас же больше распространенные волосы конские. Ну, можно попробовать, сказала. Центр дополнительного образования гостеприимно распахнул двери для участников фестиваля. Особое внимание уделяем на сохранение культуры, самобытности коренных народов, да, которые поселились здесь, в Миринском районе. И в этой связи через нашу детскую ассамблею народов Республики Саха-Якутия всячески поддерживаем данное движение. Союз коренных малочисленных народов. В течение года мы предоставляем площадки в нашем центре дополнительного образования. Надо понимать, что у нас дополнительное образование не только для детей, но и взрослых. Соответственно, мы создаем условия для всех национальных общин, которые заинтересованы в развитии своих организаций, союзов в развитии, да, и, как говорится, мы открыты всем народам. Значит, вместе с Союзом коренных малочисленных народов мы провели очень много таких национальных маленьких мероприятий, да, ко Дню культур национальности Республики Саха-Якутия. Ну, по всем национальным праздникам мы всячески друг друга поддерживаем, приглашаем их на наши открытые мероприятия для того, чтобы они рассказали свою культуру, самобытность для подрастающего поколения. Также среди взрослого населения, не только для детей, да, но и среди взрослого населения, значит, у них есть, так скажем, выходные дни, помещения для того, чтобы они собрались и, соответственно, провели разные мастер-классы для населения города Мирного. Вот. Потом это на бесплатной основе. Да, это все на бесплатной основе. Как я уже говорил, очень много активистов, общественников, которые совершенно бесплатно проводят свои мастер-классы для жителей Мирнинского района. Вообще, со стороны жителей Мирнинского района есть очень такая большая заинтересованность в таком новом союзе коренных малочисленных народов. Да? Они были ориентированы только на якутские мастер-классы, так скажем, да? А тут у нас уже появились авенкийские, эвенские, да, там, чукчи и так далее. И, соответственно, во всех мероприятиях люди очень довольны, так скажем, да, и постоянно приходят на эти мастер-классы с большим удовольствием. Фестиваль Аяман Салдын Эскен! 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 После обеда в Центральной городской библиотеке прошел круглый стол под названием «Укрепление самобытности и национальной идентичности в культурном пространстве. Причины исчезновения языков в современном мире». Тема особенно актуальна в наши дни, так как носителей родных языков становится все меньше. Заметно, что в вашем районе, в Мирнинском, с трепетом относятся к сохранению родного языка, родных языков. Как обстоят дела сегодня? Кто-нибудь есть из местных жителей, носителей языка, культуры, фольклора? На данный момент по территории Мирнинского района носителей языков очень прямо штучное количество. Очень редко встретишь в Мирном, например, по моей информации, носителей эвенского языка, их 3. По Мирнинскому району эвенкийского языка вообще нету. По Мирнинскому району ни одного носителя. Это большая проблема. Да, очень большая. Да, и тем более этот круглый стол, значит, очень своевременно начинает свою работу, потому что рекомендации круглого стола пойдут дальше. Конечно, каждый народ должен знать свой язык. Это
очень важно не только для человека самого, но также для общества. Поскольку каждый язык, он уникален, каждый язык — это драгоценность. Тем более мы проживаем в многонациональной стране Российской Федерации, где каждый язык приветствуется. Знание языка — это очень важно. И примечательно, что мероприятие названо на венкийском языке, да? Да, мероприятие, да, это ивенкийский язык. Аяман — это означает с ивенкийского «мирный». Наш союз называется «Мирный». И Мирнинским, мы же в Мирном находимся, и в Мирнинском улусе. Салдын означает легкий, свежий ветерок. Очень хотят люди, особенно те, которые уже перешагнули за, допустим, 40 лет. Там они уже начинают это тревожное состояние внутри, поскольку все же понимают, что они, оказывается, не знают своего родного языка. Поэтому сейчас с прошлого года у нас работает кружок Танимни, с ивенкийского это у нас читатель переводится. В прошлом году мы провели конкурс Танимни, были победители, опубликовали. У нас в этом вопросе очень сильно помогает Центральная городская библиотека имени Миринца Софьяниди. Коллектив очень доброжелательный, и мы с коллективом Центральной библиотеки работаем по этому вопросу вместе. Они помогают, выставку организовали работники библиотеки, и они предоставляют нам помещение бесплатно для этих конкурсов и кружка Танимни. Хотелось бы сказать, что сегодняшним гостем у нас является доктор филологических наук. У него очень много, именно он специализируется на ивенкийском языке, поскольку Мирнинский район издревле населяли ивенкийское население. Александр Николаевич Варламов, он бегин, председатель Ассоциации венков Республики Саха-Якутия, он наш почетный гость, а также Мария Петровна Дьяконова, это ответственный секретарь ассоциации и, наш такой организатор всех мероприятий ивенкийских и республиканского и всех районных значений. Всегда ездит, помогает, советует. Я хотела бы им выразить тоже свою благодарность за активное участие в этом деле. Участники круглого стола живо интересовались языковой ситуацией в целом и в частности в родном районе. Александр Николаевич и Мария Петровна обстоятельно рассказывали и отвечали на все вопросы. Самое главное — начать изучение языка в семьях, ведь первым родным языком для маленького ребенка должен стать материнский язык. Разговор, обмен информацией, поиски выхода и решения сложившейся ситуации, круглый стол получился очень обстоятельным. А на первом этаже библиотеки все желающие могли приобщиться к культуре коренных народов. Участники этнофольклорного ансамбля «Долгунча» показали мастер-класс на тему особенностей национальных танцев коренных малочисленных народов Севера, подражательные танцы и их связь с обрядовой культурой, традиционные круговые танцы. Главное движение. Хоп, хоп. Нохрия, 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 нохри, нохри, нохрия, нохри, нохри, нохрия, 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 нохрия. Потихонечку ставим. Нохрия, 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 нохри, нохри, нохрия, нохрия.
например, хамсарах катлабары биг гапалавна. Как были долгун курду. Раз курду бары. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Еще раз. Начали. Нохрия. 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 Нохри, нохри, нохрия. Нохри, нохри, нохрия. Да, молодец. И качаемся, качаемся. Раз, право, голову. Вы уже веточку. Четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь пошли. Как ставить правильно ноги, как начинать запев, какие особенные движения присутствуют в танце, всем этим щедро поделились и показали именитые запевалы хороводного танца из ансамбля «Долгунча». Четыре. Так, а теперь здесь сейчас уже слова слушайте-ка. Дево, 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 я. Дамга боел, хаджавутан. Багалейн, хаджавутан. Хаджан галда ихо хаджав. Хаджан галда ихо хаджав. Дево, 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 дево. Дево. Быстрее уже! Вот так, вот так, вот так! Скажите, Первый день фестиваля получился очень насыщенным и продуктивным, к большой радости всех участников и организаторов. Если вы по каким-то причинам не успели или пропустили нашу передачу, то можете пройти по QR-коду на экране телевизора и спокойно посмотреть программу. В следующей передаче мы покажем самые интересные моменты праздника Аяман Салдын 2026 на местности Чоналыр. Оставайтесь с нами. Аймакань.